За почти 300 лет существования надзорного органа работники в синих мундирах стали символом закона и права в государстве. О своей рутинной и многолетней работе нашему корреспонденту рассказал заместитель прокурора Республики Ингушетия Тимур Воробьев. Тимур Воробьев перебирает десятки и сотни обращений от жителей. По всем фактам жалоб проведена проверка. Его стаж работы в органах 26 лет, из них 3 года он трудится в Ингушетии. 2020 стал настоящим испытанием в деле осуществления надзорной деятельности, в частности из-за распространения COVID-19, делится первый заместитель прокурора республики. В свой профессиональный праздник День прокуратуры он рассказывает о некоторых нашумевших случаях, по которым ведомство проводило тщательную проверку в прошлом году. Это и вопросы защиты прав государственной собственности, переселенцев из оползневой зоны Малгобека, законности распределения земельных участков, проблема оплаты труда работникам некоторых предприятий. Вот если вспомнить интересные проверки, в 2020 году мы проверили факты. Республика, как вы знаете, по размеру небольшая, и вопросы законности распоряжения землей у нас стоят очень остро. К сожалению, мы каждый год выявляем очень много фактов, когда земли путем подделки документов уходят в частную собственность, уходят из собственности государства, республики. И в этом году мы выявили очень много таких фактов, практически по всем районам республики. По нашим материалам возбужденных уголовных дел и по искам прокуроров, я вот точно цифру не скажу, но около 100 земельных участков уже возвращено в собственность республики. И эта работа нами продолжается. Повторю, к сожалению, таких фактов мы выявляем много. Очень много вопросов уделяли аварийному жилью. Вы знаете, у нас есть переселенцы Малгобекская, оползневая зона. И здесь мы выявляли факты, когда лица, дома их уже снесены аварийно, но люди еще не получили свое жилье. Мы вынуждены были обращаться с исками к администрации некоторых городов и районов, не буду называть их не конкретные фамилии, они сами это знают, обязывая их выполнить свои функции, обеспечить людей жильем. И, к сожалению, таких фактов тоже мы выявляем много. За прошлый год органами прокуратуры республики было возбуждено около 70 уголовных дел. В интересах граждан предъявлено более 2000 исков. Всего выявлено около 20 тысяч нарушений различного характера. Одно из громких – случай нарушения выделения квартир детям, оставшимся без попечительства. Мы проводили состояние выделения квартир детям-сиротам, оставшимся без родителей, без попечения. Как вы знаете, до достижения 18 лет мы обязаны предоставить жилье за счет государства. У нас ежегодно эта работа проводится правительством, закупаются квартиры, но наши прокурорские порядки показали, что эти квартиры зачастую не отвечают жилищным требованиям и не могут быть предоставлены этим детям. Таких квартир мы выявляли более 30. Кроме того, мы выявляли факты, когда стоимость этих квартир явно была завышена по отношению к рыночной. Нами принялись меры реагирования, мы обращались в суд, вносили представление руководителю правительства, нашли там понимание, и эта ситуация с нами на постоянном контроле. Мы и в этом году будем продолжать надзирать за тем, как наши несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителей, получают жилье. Прошлый год стал настоящим испытанием в деле осуществления надзорной деятельности, в частности из-за распространения COVID-19, рассказывает Тимур Воробьев. Прокуратура – один из тех органов, который на карантин не уходил, а работал целиком все это время. Конечно, были проверки нас интересные, касающиеся обеспечения медработников. Мы постоянно отслеживали вопросы, как они получают выплаты, как они обеспечивают средства индивидуальной защиты. Прокурор республики Васильевич Андрей Владимирович сам лично выезжал неоднократно в больницы, в эти так называемые красные зоны, проверял, в каких условиях работают медики, как обеспечены лежащие там больные. Поэтому это тоже очень много занимало времени в этом году, чтобы и деньги поступали в свое время на счета, потому что, сами понимаете, работающий врач, он работает, а денег он в свое время не получает. Поэтому здесь мы тоже считаем, что большую работу провели. Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору. Вот око мое, коим я буду все видеть. Это изречение Петра I легло в основу зарождения прокуратуры ровно 299 лет назад, 12 января. С тех пор ведомство проделало трудный путь становления и развития, играя особую роль в жизни государства. В частности, Ингушетия, население которой, как показывает история, отличалось стремлением к соблюдению законов, да и правовых аспектов во всех сферах жизнедеятельности. Далее Асканова, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24.